вопросом трудоустройства в Туркменистане. В нашей стране для того, чтобы трудоустроиться на любую должность, начиная от уборщицы и заканчивая любой другой должностью, необходимо заплатить взятку. Если у женщины нет возможности заплатить взятку, значит, она должна с кем-то сожительствовать для того, чтобы получить любую должность. Это является тому, что у нас идет постоянное принуждение к сожительству. Это касается не только безработных женщин, это касается также всех женщин, которые работают в бюджетных организациях, но не имеют какого-нибудь влиятельного отца или мужа. Особенно это развито в системе здравоохранения, и очень часто страдают женщины, которые разведены. Они вообще в принципе не считаются, их не рассматривают как человека, который имеет там право голоса или право выбора. Если разведенная женщина хочет работать, она должна сожительствовать. Более того, разведенной женщине не разрешается занимать руководящие должности. Это, поскольку Туркменистан – это очень патриархальная страна, власти требуют жесткого соблюдения, что женщина должна быть замужем. И, в принципе, власть придерживается политики, что место женщины на кухне, а работает это она вот только с разрешением мужчины. По поводу проблем насилия, особенно связанное со стороны родственников президента или людей, которые занимают руководящие посты, полиция просто не принимает заявления от пострадавшей стороны, потому что они боятся либо потерять свою работу, либо какой-либо мести со стороны вышестоящих организаций. Следовательно, данные кейсы даже не рассматриваются, их просто нет, поэтому их и нет в статистике, которую вам предлагают. Был вопрос по поводу того, есть ли у нас закон о борьбе с торговлей людьми. У нас такой закон есть, но он никак не рассматривается, никак не освещается, хотя внутри страны подобная проблема существует. Но о ней нигде никак нельзя получить информацию, это все слишком скрыто. По вопросу о статусе проституток. В Уголовном кодексе у нас предусмотрено уголовное наказание за занятие проституцией. Женщины, которые занимаются проституцией, если они имеют покровителя в полиции, значит, они сожительствуют с ним, и до поры до времени, до определенного момента они не имеют никаких проблем. После этого их сажают и отправляют в тюрьму. По поводу верховенства права и запретов на ношение одежды и косметических услуг. Да, законом у нас не предусматривается никаких ограничений для женщин в плане ношения одежды или наращивания ресниц, или покраски волос, или яркого маникюра. Но на практике есть негласное указание, и бюджетные работники подписывают документ, где они пишут, что да, мы согласны, что мы не будем носить свободную форму одежды, так скажем, или современную, мы будем носить национальные одежду, будем покрывать волосы, никакого яркого маникюра, никаких наращенных ресниц, никаких нарощенных ногтей, никаких стрижек. Это доступно только тем женщинам, малому количеству обеспеченных женщин, которые не работают. И, в принципе, это только окружение президента и его близкие родственники. По поводу инициатив, которые могут женщины проявлять в парламенте, у нас, да, в парламенте существуют женщины, они присутствуют и работают. Спасибо. От имени комитета хотелось бы... Adam yolu, adam yolu, aklına neyma, aklına neyma.